Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Обычно мы рассказываем о происшествиях в Якутии за неделю и к чему это привело. Однако на этой неделе мы подготовили специальный выпуск. МВД Якутии сообщило, что всего за 7 дней с 30 августа по 5 сентября мошенники похитили у якутян более 11 миллионов рублей. Поэтому мы решили сделать топ-5 недавних киберпреступлений, в которых пострадавшей стороной выступили жители республики. Истории о том, как злоумышленники выманивают миллионы у наших сограждан, откровения и комментарии из первых уст. Начинаем с комментария МВД. За 8 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 1698 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это дистанционное мошенничество и кражи с банковских карт. За это время общий ущерб, причиненный якутянам, превысил 200 миллионов рублей. Популярными схемами обмана остаются звонок от имени сотрудника банка, покупка или продажа в сети интернет, а также псевдобиржевые площадки. Первая история о том, как врач-терапевт перевел преступникам около 6,5 миллионов рублей. Обрабатывали доктора с февраля текущего года. Наживкой послужило желание врача быстро заработать на фондовом рынке. Зачем деньги должны лежать мертвым грузом? Это реплика из объяснения потерпевшего. Однако доктор оказался плохим финансистом. Все началось с того, что мошенница Юлия заинтересовала потерпевшего уникальной возможностью заработать легкие деньги на бирже. Под ее чутким руководством он установил на своем гаджете приложения Skype и MegaTrader 4. По скайпу Юлия, представившись сотрудником международной компании, вела потерпевшего к будущему богатству. Разными суммами в несколько этапов врач внес в проект еще почти 6 миллионов. А потом якобы допустил ошибку. Счет заморозился и начались мытарства по банкам и займовым организациям для получения 3 миллионов, которые якобы необходимо внести, чтобы счет разморозился. Упрямство потерпевшего просто поражает. Когда банки стали отказываться ему в кредитах, он стал искать кредиторов в сети, а уже там попался на уловки очередных мошенников. Затем, вместо того, чтобы остановиться, потерпевший по рекомендациях тех же мошенников вышел на благотворительную организацию, которые якобы помогают таким, как он. Те, безусловно, помогли и еще глубже погрязнуть в долговой яме. Потерпевший продолжал перечислять деньги брокерам, банковским сотрудникам и благотворителям. Когда сумма перечислений достигла около 6,5 миллионов рублей, он обратился в полицию. Следующая история о том, что аппетиты аферистов не имеют границ, или о том, как 66-летний житель Якутска лишился более 5 миллионов 600 тысяч рублей. Мне позвонили с московского стационарного номера и спросили: вы подавали заявку на «Газпром»? Я сказал, что заявку я не подавал, но пытался узнать условия вот этих инвестиций. А вы хотите работать и получать прибыль? Ну, естественно, хочу. Для этого заходил на сайт и предложили такие условия. Значит, вкладываю деньги, я за месяц получаю где-то 18-20% от вложенной прибыли, и по результатам месяца от этой прибыли я перечисляю деньги этим товарищам в размере 20% от прибыли. Открыли счет фирма Idea Love Group. И я положил туда 30 тысяч рублей. Затем меня передали другому товарищу, который мне позвонил, сказал: ну давай мы еще хотя бы 30 положим. Я еще 30 перевел. Деньги, естественно, поступали, я их видел на том счете международном. Узнав, что пенсионер имеет на счету 700 тысяч рублей, злоумышленники попросили его вложить и эти средства. Однако мошенник на этом не остановился и убедил мужчину оформить кредит на 1 миллион рублей и продолжать инвестировать. В результате нескольких сделок торговый счет пенсионера-инвестора превысил 25 тысяч долларов. После ему пришло сообщение, что необходимо застраховать счет. Для этого якобы в течение суток необходимо перевести на страховой счет еще более 6 тысяч долларов. Страховку пенсионеру пришлось выплатить дважды, якобы из-за ошибочных действий. Через некоторое время начинающий инвестор попытался вывести со счета 12 тысяч долларов, но не смог. Лжеброкер объяснил, что в результате всех действий возник дисбаланс между курсом доллара
и биткоином. И необходимо дополнительно заплатить еще $12 тысяч. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников. В результате они выманили у него 5 600 000 рублей. Следующая история о семейной паре из Удачного, которая лишилась 5,5 миллионов после звонка из банка. Всем добрый день. Надеюсь, все слышали про мошенников. В данную ситуацию я попался сам. Действовали следующим образом. Поступил звонок с банка, назвали все реквизиты, номера карт, то есть подозрения никакого не вызвали. Далее были присланы уведомительные документы. Получилось так, что на меня был оформлен кредит на очень большую сумму. После оформления данного кредита также были высланы документы об аннуляции этого кредита. При посещении банка выяснилось, что действовали мошенники. Прошу всех в никаких случаях, никаких условиях не отдавать свои личные данные и стараться как можно меньше разговаривать, так как сейчас производится запись голоса, и по голосу мошенники могут сотрудничать с банком и брать на вас кредиты. Тут схема классическая. Семейной паре поступил неожиданный звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что произошла утечка их персональных данных. Затем злоумышленник переключил разговор на другого специалиста, который подтвердил информацию и порекомендовал перевести все свои сбережения на безопасный счет. Обманутая семейная пара тут же перевела на продиктованный счет около $1 миллиона рублей. На следующий день им вновь позвонили и заявили, что якобы мошенники подали от их имени заявку на получение кредита, которую необходимо в срочном порядке аннулировать. Под этим предлогом аферисты убедили потерпевших оформить 2 кредита на общую сумму около 4,5 миллионов рублей и перечислить через банкомат все заемные средства на их счета. В итоге заявители не только лишились крупной суммы, но и остались в долгу у банка. А эта история произошла, когда житель Удачного искал легкий способ заработать деньги, но лишился около 4,5 миллионов рублей. 5 июня 2021 года сидел в интернете, искал дополнительный заработок. Ну и наткнулся на сайт «Иденти» на бирже, торгуют акциями. Позвонил им, этим людям. Они перезвонили мне, сказали, что всего это стоит 30 тысяч, чтобы открыть счет. Ну, я подумал, что 30 тысяч это не такая уж и большая сумма, в принципе. Заплатил, перевел им на карту деньги. Они открыли для меня счет. Маржинальная биржа находится где-то в Лондоне. На телефон прислали картинку, как эта биржа работает. Открыли мне счет. Все, вроде все было правдоподобно. Тут же мои деньги поступили на этот счет. Потом на следующий день или через день, я уже не помню, начали меня раскручивать, чтобы я взял кредит. Мошенники уговаривали потерпевшего, что их биржа работает давно, в штате много сотрудников, которые торгуют на многих известных биржах. Далее они перешли в приложение Skype, где с ним разговаривал финансовый трейдер-аналитик, который рассказал, как работает биржа. Введенный в заблуждение житель Удачного доверился лжеаналитику и, следуя его инструкциям, трижды оформил кредит через приложение одного из банков. Заемные деньги частями направил на указанные мошенникам номера карт. Причем во время оформления кредитов к нему поступил телефонный звонок из банка, сотрудник которого поинтересовался, не мошенником ли он направляет деньги. «Нет, что вы, для ремонта нужны», — ответил житель Якутии. Кстати, перед разговором с настоящим кредитным консультантом его также проинструктировали мошенники. Затем потерпевший уехал на вахту, где пробыл без связи 2 недели, а по приезду пытался связаться с аналитиком и только после этих неудачных попыток понял, что богатства не предвидится. Наша следующая история о научном сотруднике, которая поверила псевдоработникам банка и перевела на безопасный счет более 2 700 000 рублей. Еще один представитель интеллигенции работала старшим научным сотрудником. Однажды вечером ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником одного из банков. Он сообщил, что банк заметил оформление кредита от ее имени на сумму 90 000 рублей и попросил в целях безопасности подтвердить, что она не отправляла запрос. Для этого было нужно продиктовать номер договора и номер банковской карты, что женщина и сделала.
После лжесотрудник банка сообщил, что противоправные действия прекращены. Во время разговора мужчина выяснил, что она получает зарплату на карту другого банка. Спустя 20 минут ей позвонил уже лжесотрудник зарплатного банка, представившийся как Новиков Юрий Александрович, который для убедительности отправил ей в мессенджер WhatsApp 2 документа на фирменном бланке, где указано, что он является сотрудником банка. Новиков узнал от женщины, что ей одобрен кредит на 5 миллионов. Воспользовавшись информацией, он сказал, что это мошенники взяли кредит на ее имя. Лжесотрудник банка убедил потерпевшую оформить займы, чтобы якобы обезопасить себя. Затем, по его указанию, женщина перевела заемные деньги на безопасный счет. В общей сумме она отправила мошенникам более 2 миллионов 700 тысяч рублей. На этом все. Доверяйте только проверенной информации. Не становитесь жертвами аферистов и берегите себя.